Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о столкновении двух автобусов. Он стоял там, сразу второй полоса, он должен пропустить наш. В аварии пострадала 18-летняя пассажирка. Покажем, как в восстановленном автомобиле нашли, предположительно, наркотики. За что задержали, молодой человек? Ну что, это важно? А также гибель мужчины в огне и дело о любви до гроба. Мне тяжело очень, я не хочу об этом вспоминать. Начало рассмотрения дела по убийству 18-летней девушки и ее родителей. Это и не только. Прямо сейчас. Два пассажирских автобуса 45-го и 60-го маршрутов не смогли разъехаться на проспекте Имашева в Казани. В результате аварии пострадала 18-летняя пассажирка. Одного из них, девушку с ушибами, увезли в больницу. На дороге-дублере проспекта две полосы. Автобусы полностью перекрыли проезд и парализовали движение троллейбусов. Оба водителя перекладывали вину за произошедшее друг на друга. Он стоял там, сразу второй полоса, он должен пропустить наш. Просто он не пропустил, сразу было просто. Здесь 18 стоял, поэтому он не успел. По словам кондуктора автобуса 60-го маршрута, авария произошла из-за другого водителя, который, отъехав от остановки, начал перестраиваться на второй ряд, не пропустив едущий сзади транспорт. От бокового удара у 45-го автобуса выбило окно в середине салона. В 60-м от резкого толчка потеряла равновесие и упала 18-летняя девушка. Ее с ушибами лица отвезли в больницу. Я в зеркало посмотрел, левой никого нет. Вот чуть-чуть, вот откуда я выверну, и вижу, он летит. А я морду успел, если я морду не убрал, у меня снес по кабине. По версии же водителя 45-го маршрута, он начал движение, когда дорога была свободна. А вот второй участник аварии не стал останавливаться на остановке и на большой скорости пытался проскочить вперед. А у вас какая была скорость, когда вы ехали? Ну, километр, знаю, где-то 40-50 около. То есть это нормальная скорость? Ну, надо смотреть, там все это зафиксировали. Пока водители автобусов рассказывали автоинспекторам свои версии аварии, позади уже собрались троллейбусы. Это дорога-дублер, единственный для них проезд. И виновнику произошедшего, вероятно, предстоит оплачивать простой электротранспорта. Вероника Гайнудинова, Тагир Валидин, Эль Абдулин. Вызов 112. 25-летняя девушка попала под колеса «Лады Калина» на перекрестке улиц Батаршина и Чкалова в половине 9-го вечера. Она переходила дорогу по переходу, когда 50-летний водитель легковушки при повороте не уступил ей дорогу, как того требуют правила движения. Вину свою мужчина признал. Девушка при наезде получила различные травмы. Врачи скорой помощи отвезли пострадавшую в травмпункт, откуда после оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Во-первых, я девчонку бил. Молодую, что ли? А как так получилось? Вот я к ним приезжал сегодня, дорогу. И это, она выскочила. А как она себя чувствует? Нормально, у нее ушиб. Порошок светлого цвета обнаружили автоинспекторы при досмотре «Лады Приора» на улице Тецовской. Машину с номерами Республики Коми остановили для проверки документов. При этом и водитель, и его спутница стали заметно нервничать. Это стало поводом для досмотра. Изъятое вещество отправили на экспертизу. Сотрудники ГИБДД также заподозрили, что водитель находится под действием запрещенных веществ. Что-либо комментировать задержанные отказались. За что задержали, молодой человек? Ну что, это важно? Кому это важно? Не знаю, потом узнаете, за что. Я могу не отвечать на ваш вопрос? Жильцам целого подъезда одного из домов на улице Читаева пришлось спешно эвакуироваться на улицу из-за пожара, вспыхнувшего в квартире на 5-м этаже. Всю лестничную клетку быстро заволокло густым едким дымом, который начал проникать в квартиры. Соседи вызвали пожарных и следили за развитием событий со стороны. Вы знаете, что на 5-м этаже квартира горела? И вы все вышли? Почти. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Читаева поступило на номер вызова пожарной охраны около 19 часов. Жильцы дома рассказали, что эпицентр пожара находится в квартире на 5-м этаже. О масштабах сказать ничего не могли, весь подъезд заволокло густым едким дымом. Не знаю, вот тоже квартира или подъезд, ничего. Большинство жителей подъезда наблюдали за происходящим с улицы. Находиться в квартирах, говорят, было практически невозможно из-за дыма и запаха гари, который проникал из подъезда. С огнем пожарные справились быстро. По предварительным данным, горел диван на балконе квартиры на 5-м этаже. Он сгорел практически полностью, а источником густого едкого дыма стали горящая синтетика и поролон. За сигареты может тогда принять? Всегда сигареты.
После ликвидации последствий пожара жители подъезда вернулись в свои квартиры, а в подъезде открыли все окна. Теперь причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям. Иван Сарафанов, Тагир Валиди, Наиль Абдулин, вызов 112. 1 человек погиб в результате пожара в поселке Малые Клыки сегодня утром. Сообщение о возгорании поступило на номер пожарной охраны 101 около 8 часов утра. Через полчаса огонь был полностью потушен на площади в 100 квадратных метров. После чего пожарные обнаружили внутри дома тело мужчины и передали его полицейским. Личность погибшего сейчас устанавливается. Полицейские сегодня рассказали подробности потасовки между приезжими из Тольятти и местными жителями в Кировском районе Казани в День Победы. По данным стражи порядка, произошедшее не было массовой дракой. В рукопашной сошлись 2 человека. Остальные были рядом. Видимо, поэтому очевидцы посчитали, что участников драки гораздо больше. Никто из участников конфликта не стал писать заявление в полицию. Управление МВД России по городу Казани сообщает, что 9 мая в 21:15 трое молодых людей и девушка, приехавшие из города Тольятти, находились во дворе одного из домов по улице Поперечно-Базарная, где между одним из приезжих парней и местным жителем возник конфликт, переросший в потасовку. Один из очевидцев позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали участников конфликта. Заявление в полицию ни одна из сторон писать не стала. Сегодня Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению дела Рустама Мухаммадуллина, обвиняемого в убийстве 3 человек, своей 18-летней подруги и ее родителей. Его самого нашли под окнами их квартиры с признаками падения с высоты и ножевыми ранениями. Трагедия произошла 7 января минувшего года в одном из домов на улице Чайкова. Мне тяжело очень. Я не хочу об этом вспоминать. Вспоминать детали отношений погибшей Камили Тухватуллиной с подсудимым ей тяжело. Валерия, ее самая близкая подруга, были знакомы с 1 класса. О сложностях в отношении девушки с молодым человеком она знала. Суду рассказала, что познакомились они в соцсетях, но отношений как таковых у них не было. Вскоре молодой человек стал пытаться полностью контролировать девушку. Ей это не нравилось, и она разорвала отношения. Они расстались. Вот именно что она сказала: давай прервем наши отношения и все. Больше не будем это все начинать опять. Потому что мне тяжело, мне неприятно, что человек постоянно меня преследует. Рассказывает, сама видела молодого человека подруги всего 2 раза, но общались по телефону, а затем он слал ей множество сообщений в мессенджерах, уверял в искренности чувств к Камиле. У человека как будто какая-то мания, что ли, была, я не знаю, как это объяснить, как будто его гипнозом вот взяли, да, и человек одно и то же говорит: я люблю ее, люблю. Ну, то есть вот одно и то же, типа, я хочу вернуть. О трагедии узнала, когда, проснувшись ночью, увидела несколько десятков пропущенных звонков от знакомых и полиции. К тому времени следователям уже было известно, что вечером 7 января Рустам Мухаммадуллин пришел к своей возлюбленной с ножом. Ее родители были против их отношений и видели, как они отражаются на дочери. Согласно уголовному делу, первым молодой человек напал на 62-летнего мужчину. Он получил 9 ножевых ранений. 59-летняя мать девушки скончалась от 6 ран. Перед смертью стучалась к соседям и просила о помощи. На теле 18-летней девушки эксперты насчитали 13 ранений. При этом Мухаммадуллин, нанося множественные удары ножом по родительным частям тела Тухватуллина Рафаэлю, Хамидянова и Тухватуллина Камиле, действовал с прямым умыслом с целью мести в сложившихся неприятных отношениях, то есть осознавал общественную опасность своих действий. Самого молодого человека нашли под окнами квартиры, где разыгралась трагедия, с признаками падения с высоты и ножевыми ранениями. 6 из них проникающие. Защита сомневается, что он мог нанести их сам. Нам московские эксперты говорят: не характерно. Для самоповреждения, совершенно верно. Человек мог нанести 6. Жизнь молодому человеку врачи спасли. Меру пресечения ему избирали прямо в больничной палате. Признавать или не признавать вину он до сих пор не определился. Дело в том, что он и не может сказать, что не признает вину, и не может сказать, что отрицает ее. Дело в том, что согласно экспертизам, согласно его показаниям, он помнит момент входа в квартиру, но не помню, что там происходило. Адвокаты считают, что их подзащитный мог находиться в состоянии аффекта, хотя это не подтверждают проведенные исследования. Защита планирует ходатайствовать о проведении еще как минимум 2 экспертиз. Статья, по которой обвиняют Рустама Мухаммадуллина, предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Лина Знатульна, Наиль Абдулин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.